Ну что ж, дорогие друзья, мы после рекламной паузы возвращаемся и продолжаем смотреть вечернюю программу пятого соревновательного дня чемпионата России по боксу среди мужчин. У нас продолжается, да, на ринге поединок между Владимиром Миранчиковым из Москвы и Шамилем Хатаевым, который представляет Чеченскую Республику. Напомню, что Шамиль Хатаев является действующим чемпионом России в этой весовой категории и, так скажем, отстаивает свое звание в данном поединке. Продолжает защиту титула, да? Да, продолжает. Конечно, как мы все знаем, что всегда сложнее защитить титул, чем завоевать его. Многие спортсмены уже целенаправленно готовятся к бою с тобой, и тебе нужно быть постоянно на очень высоком уровне. Давайте вернемся к самому бою. Последние 10 секунд второго раунда. Все, завершается второй раунд. Спортсмены отправляются восстанавливаться. И давайте послушаем, что будут подсказывать секунданты. Максим 96-го года рождения. Боксом занимается надо встретить левой рукой, бьет спорта. правый на себя, правый, левый, два удара на себя бить. Правый, два удара бить. Два удара. Чемпионом России 2017 года. Шамиля Мацакова. Давайте посмотрим самые яркие моменты второго раунда. Ну что ж, чисто визуально видно, что Шамиль очень-очень большую работу провел. Видно, что он так немножко подустал, что ли, или в таком находится состоянии, да, после тяжелого раунда. И напротив, Миранчиков Владимир как-то так довольно спокойно сидел в углу. Посмотрим. Хорошая атака проходит у Шамиля Хатаева. Еще одна атака заканчивается, да, попаданиями и по защите, и по голове. Вот активный обмен, размен ударами, идет. Да. Я слышу, что секунданты попросили вызывать на себя правой рукой и тут же ловить левой на оттяжки Шамиля Хатаева. Передней рукой достает. Но очень так рационально боксирует, очень спокойно. Миранчиков Владимир. Шамиль бьет, конечно же, очень много, но большинство из этих ударов наносится по защите. Победитель этой пары встретится в полуфинале чемпионата России с Максимом Коптеголом. Чье выступление мы наблюдали перед уходом на рекламную паузу. Активно идет вперед Хатаев, несмотря на то, что, безусловно, к третьему раунду, да, сил осталось не так много. Но видим то, что Хатаев очень заряжен и нацелен, да, на атакующие действия. Вот размашистый правый не достиг цели. Столкновение головами, мне показалось, было, да? Ну, так скажем, спортсмены не особо готовят свои атаки, ну, а просто такой открытый бой у них принимает такой открытый характер, когда просто идет жесткий размен ударами. Ну да, открытый бой у нас идет. И мы не раз, да, уже в предыдущие соревновательные дни отмечали то, что важно для боксеров в последние секунды обозначить свое желание, да, выиграть, проявить активность. И в первую очередь, наверное, так скажем, показать судьям и повлиять на принятие их решения.
Да, вот как раз когда момент они начинают, да. Да, потому что сразу же после раунда нужно определиться, кто же все-таки в этом бою, в этом раунде одержал победу и в этом бою. И, конечно же, последние 10 секунд они, ну, скажем так, судьи не оценивают последние 10 секунд, но последние 10 секунд, они, наверное, самые такие запоминающиеся, да, для них получается последнее. Вот то, что ты увидел, такой, ну, небольшой шанс. Повлиять на Да, подсознательном уровне, да? да, конечно же. Ну, видели, как после завершения поединка, да, Шамиль Хатаев поднял свою руку и выдохнул. Ну, видно, что, да, хорошо поработал человек. И сейчас волнением будет дожидаться решения, как и Владимир. Боксер красного. Да, Владимир Миранчаков побеждает в этом поединке. Еще раз напомним, что Владимир Миранчаков является мастером спорта. 98-го года рождения, спортсмен, который представляет Москву. Шамиль не согласен с решением. Я выиграл, да, говорит Шамиль. Каждый раз какие-то паники со мной. Почему не отдают бои? Ну и секунданты уже просят, да, покинуть ринг. Мы видим брат Шамиля. Ну и призывает, да, Шамиль, пересмотреть Бой, да, поединок, и, да. возможно, поменять решение, но, конечно же, без какого-то официального протеста бой пересмотрен не будет. 13-й бой. Ну стоит отдать должное, Шамиль действительно. Действительно, это был очень такой хороший конкурентный бой, но трудно нам вот отсюда решать. Конечно же, активность была на его стороне, и он сделал многое для того, чтобы одержать победу в этом бою. Но, опять же, судьи оценивают с четырех позиций этот бой, и, конечно же, делают это более компетентно Да, безусловно. и более независимо. Понятно, что каждый из боксеров считает, наверное, что он выиграл, тем более, когда бой такой ровный. И каждый из тренеров, спортсменов считает, что его спортсмен одержал победу. Но иногда стоит, ну, так скажем, более хладнокровно оценить бой, может быть, пересмотреть. И, возможно, пересмотрит этот бой, и сам Шамиль его пересмотрит, там что-то увидит. Бывает, конечно, по-разному, но бой был действительно очень ровный, и одержать победу в таком бою. Ну, я думаю, и самим судьям было не просто принять это решение. Да, безусловно. Но во всяком случае победителем объявлен Владимир Миранчаков. И будет ли какой-либо протест и примут ли это уже решение, ну, останется за судейской коллегией. Ну, а как мы получим информацию, мы вам обязательно, конечно же, сообщим, дорогие телезрители. Ну, а сейчас начинается стадия 1/4 финала в следующей весовой категории. Это у нас самая тяжелая весовая категория, которая заявлена на вечернюю программу сегодняшнего дня, да. Это весовая категория до 91 килограмма. И у нас сейчас на ринге в красной форме Муслим Гаджимагомедов, представляющий Краснодарский край, Республику Дагестан. И его соперник из синего угла ринга Владислав Ревудский из Москвы. Если я не ошибаюсь, Муслим Гаджимагомедов — это прошлогодний победитель чемпионата России. Давайте посмотрим. Так, ну мы уточним эту информацию и объявим вам, да? Пока давайте посмотрим бой. Муслим хорошо действует с дистанции. Очень хороший джеб.
Муслим представляет Краснодарский край и Республику Дагестан. А Ревудский Владислав, представитель города Москва, наносит удар по корпусу. Передняя рука активно работает у Гаджи Магомедова. Хороший удар по печени. В постоянном напряжении держит своего соперника из города Москва. И как только он пытается взорваться, Муслим его встречает. Муслим Гаджимагомедов является чемпионом России 2016 года, а также он принял участие в чемпионате Европы 2017 года, где завоевал серебряную медаль. И послушаем. Боксер 97-го года рождения. Боксом занимается 9 лет. Мастер спорта международного класса. Работает. Смотри, ты левый бьешь, а наш правый вот сюда вот руку ловит. Ну покажи, как ты ему сбоку в этот момент. Покажи левый прямой, он руку опускает вот сюда, аж опускает. Ну тут здесь боковуха летит. Дальше шаг назад делает. И контратака где? Отскочил тут же. Левый, правый двойка пойдет вот это. Раз, два. Сюда не бей, наоборот не бей правой рукой навстречу. Слушай, левая рука на месте. Чувствуй тебя. Отводи, внимательно будь, хорошо? Муслиму Гаджимагомедову советует встречать с правой руки, встречать жестко, ровно в бороду, как выразился его секундант. Ну, а Ревудского Владислава просят обманывать, показывать удар левой прямой и тут же наносить удар левой сбоку, да, то есть они говорят, что во время твоего удара он очень сильно опускает правую руку, тем самым пытаясь рекомендуют и советуют обмануть Муслима и нанести жесткий боковой удар с передней руки. Вот то, что сейчас и попытался он сделать, но Муслим ушел с этой дистанции и удар пролетел по воздуху. Снова передняя рука. Удар снизу хорошо проходит у Муслима. Правый проходит, вот левый, правый добавляет, да, Ревудский. Хорошая серия в исполнении Гаджи Магомедова, но в основном по защите приходятся удары боксера в красной форме. Ревудский Владислав, представитель города Москва, спортивного клуба, Центрального спортивного клуба «Армии». Пока, мне кажется, преимущество на стороне Муслима Гаджимагомедова. С дистанции очень грамотно, так скажем, разбирает. Вот эти многоударные серии очень хорошо заходят. И тут же он уходит на дистанцию, с которой Владислав его не достает. Вот здесь акцент с правой руки. Сблизился, склинчевал. Владиславу снова приходится подходить на дистанцию, то есть проходить через все эти встречные удары, что довольно непросто ему удается. Вот в последней атаке, да, Владиславу удалось левым боковым достать своего соперника. Удар с правой руки.
Но опять же, я не вижу, что Муслим как-то вкладывается в свои удары. Он просто вот так сыпет серию ударов, их очень много. Очень много из этих ударов доходят до цели, но прям какого-то такого сокрушающего действия, как обычно бывает в такой тяжелой весовой категории, нет. Хотя каждый удар в этом весе, он очень опасен и может принести к нокдауну или даже нокауту. Ну и послушаем секундантов. Заканчивай передней рукой. Просто так без удара не выходи. Да, и тут же 5 в ответ пропустил. Ну, подышите. Не застаиваться вблизи. Ну оторвись и Наиболее яркие моменты второго раунда. И нас с вами, дорогие друзья, ждет третий заключительный раунд, который, конечно же, многое решит в этом поединке. Ну, мне кажется, вот в этом раунде у Муслима задача не травмироваться, задача не пропустить какой-то вот такой жесткий удар, то есть, ну, как сказать, избежать лаки-панча, да, что, ну, случайного удара. Конечно, случайности не бывает, ну, да, но все равно постараться довести до минимума риск в этом поединке. И уже третий раунд просто спокойно отбоксировать, удержать соперника на передней руке, там, не получить травму, ну и уже завтра отдохнуть и в пятницу спокойно выйти на полуфинальный поединок. Да, как мы уже отмечали, да, в предыдущие дни нашей телетрансляции, с 13 числа у нас начался чемпионат, и вот по сей день ежедневно соревнования проходили. Каждый день вот утренняя программа и вечерняя программа. И завтра отдохнем мы, отдохнем не только, то есть мы, да, но и спортсмены. Перед полуфинальными встречами у них будет день, чтобы отдохнуть, подготовиться, собраться. Потому что действительно нужно было каждому из них провести по 3 боя до стадии полуфинала. 3 боя — это, ну, действительно очень тяжело. То есть в каждой весовой категории здесь собралось по 32 человека. Конкуренция очень высокая. Каждый бой, помимо того, что отнимает много физических сил, это высокое эмоциональное напряжение, и психологически очень тяжело их выдержать. Плюс, я думаю, это делается еще для того, чтобы спортсмены могли там, ну, немного восстановиться, то есть залечить какие-то свои, может быть, ушибы, затянулись их сечки там, ну, то есть и в полуфинальный день они могли выйти и в полной мере реализовать свои возможности все, то есть и провести бой на максимально высоком уровне. Да, и надеемся, что заключительные дни чемпионата вот станут самыми интересными. Самыми яркими Да. поединки нас будет ожидать. Ну, мы вот видим, Владислав уже просто бежит вперед. Несколько вот таких опрометчивых атак он нанес. Но, конечно же, у него очень опытный соперник, и такие удары просто так не пройдут. Последние 10 секунд этого поединка. Я вижу, что его вот задача как раз-таки довести до победного конца этот бой. Ну и сейчас будет оглашен, да, вердикт судей. Но опять же, думаю, для Владислава это совсем не конец. Это довольно молодой спортсмен, и в любом случае он попал в резервный состав. Он вошел в 8 сильнейших боксеров. Это неплохой результат. И думаю, что в будущем, там, в ближайшие 2-3 года он, ну, действительно сможет проявить себя в
в полной мере, да, то есть реализовать все свои возможности. То есть как боксер он вырастет, и это будет хорошим опытом для него. Да, желаем Владиславу Ревудскому успехов в дальнейших стартах. Ну и поздравляем Муслима Гаджимагомедова, представителя Краснодарского края и Республики Дагестан, с выходом в полуфинальную стадию турнира весовой категории до 91 килограмма. Очень хорошую и качественную победу одержал Муслим. Мы видим яркие моменты третьего раунда этого поединка. Ну и сейчас с вами по итогам следующего боя, дорогие друзья, мы узнаем имя соперника Муслима Гаджимагомедова по полуфиналу. Это право будут оспаривать следующие спортсмены. В красном углу ринга представитель Чеченской Республики Шамиль Мансуров, и против него из синего угла вышел Магомед Арсланбеков, представляющий Дагестан. Шамиль Мансуров одержал победу над Алексеем Шаховым, представляющим Республику Саха. Ну а Арсланбеков Магомед одержал победу над Вадимом Лихманом, тем самым выбив из борьбы обоих спортсменов нашей республики, которые представляли ее в этой весовой категории. Ну вот сейчас посмотрим. Вчера оба боксера, и Магомед Арсланбеков, и Шамиль Мансуров, провели очень такие зрелищные, яркие бои, очень конкурентные, в которых вышли победителями. И я думаю, что сегодня нас ждет интересное противостояние. Мансуров Шамиль, он, как мне показалось, боксер, работающий в контратакующей манере. То есть он постоянно смещается, уходит на ногах, очень чувствительный, да, у него хороший джеб, он подвижен, и он всегда сложная мишень для своих соперников. А вот Арсланбеков Магомед, с виду он такой очень как бы прямолинейный и простой боксер, но обладает очень жестким ударом. И я вот видел два боя уже, когда каждый из его ударов, имел, так скажем, какое-то ключевое значение, да. И то есть, когда он попадал, многие из его соперников, из его оппонентов, так скажем, подседали, теряли, может быть, уверенность где-то. И он переламывал ход поединка. Посмотрим, как сегодня у него все это пройдет. Шамиль Мансуров — это прошлогодний призер чемпионата, который проходил в городе Грозном. То есть на домашнем чемпионате он смог дойти до стадии полуфинала. Посмотрим, как сложится его бой сегодня. Ну и видим, да, то, что Арсланбеков старается все время идти вперед. Сейчас уже на средней дистанции работают боксеры. Хорошо чередуют, да, вот удары передние и ударной. Шамиль Мансуров, да. да? Вот он, мы видим, уходит, да, старается не застаиваться, держит на передней руке, постоянно встречает или старается подловить на встречном ударе со смещением в сторону, на сайдстепе. Апперкот прошел. Да, он, мне кажется, неплохо проводит этот раунд, и у него есть такое небольшое преимущество в этом раунде, по крайней мере. Но я просто напомню, что оба боя, когда боксировал Арсланбеков Магомед, в первый раунд он, так скажем, немного уступал своим соперникам, но обладая вот таким жестким ударом, он мог перевернуть исход боя. Ну и давайте посмотрим яркие моменты минувшего раунда. В замедленном действии. Вот. Серия хорошая в исполнении Муслима.
Шамиля, извините. Вот какой боковой, да, мощный. Исполнение Арсланбекова проходит. Действительно очень мощная ударная ударка у боксера в синей форме. И второй раунд, друзья, второй раунд. Ну, Шамиль Мансуров не забывает еще и работать по корпусу. Чередует. Вообще грамотно ведет бой и очень хорошо выполняет тактический план, я так думаю. Главное не зарубаться, потому что действительно это тот вес, в котором каждый удар может иметь решающее значение. Даже если не отправить там нокдаун или нокаут, да, но определенный урон нанести, да, такой. Нанести серьезный урон и, грубо выражаясь, сломать своего соперника, своего оппонента. Но Мансуров Вот. выглядит разнообразнее своего соперника. Ну да, действительно, он, так скажем, выглядит... Его бой, его бокс, да, его тактика, она приносит свои плоды. То есть он использует размах своих рук, он использует работу ног, он постоянно уходит, он не дает бить по себе, да. И вот в этих моментах, где, казалось бы, должен Арсланбеков Магомед наносить жесткие удары, он где-то, ну так скажем, сушит, да, то есть вяжет, не дает проявить себя Магомеду. Снова передней рукой он наносит раз за разом удары в живот. И потом начинает наносить удары по голове. То есть приучил соперника к ударам по корпусу. И через 2-3 жестких ударах можно же уже просто делать любое движение. Спортсмен на рефлексах будет опускать руки, то есть стремясь защитить то место, куда были нанесены жесткие удары. Этим пользуется второй спортсмен, который как бы приучил к животу и, используя вот этот момент, наносит удары по голове. Да, тактическая составляющая, безусловно, играет очень важную роль в боксе. Я думаю, вообще техника, тактические умения, они важнее, да? Да, то есть они намного важнее, чем просто физическая подготовка, потому что очень мы вот здесь видим, да, на примере многих боксеров выходят очень такие визуально очень сильные спортсмены, очень крупные, высокие. Вот, ну, сегодня один из боев таких я видел, да, это с Максимом Бабаниным, очень такой сильный спортсмен был, да, но Максим, не обладает какой-то такой грозной, так скажем, внешностью, да, то есть он, ну, чисто визуально он уступал своему сопернику, но при этом он все время шел вперед и он, ну, как мне показалось, да, он вел этот бой, соответственно, получил и победу, да, то есть смог психологически его перебороть, это вот психологическое противостояние, хотя и сопернику боксировал не очень плохо, но смотря на Максима Бабанина, нельзя сказать, что это там прям супер какой-то сильный там боксер, очень опытный, да, то есть в боксе все-таки решающее значение, мне кажется, имеет психология и тактическая, да, установка на бой, кто сможет, как бы, кто крепче оказался, кто сможет ее выполнить, да, то есть более грамотно боксировать. Конечно же, сильный удар — это не всегда гора мышц, хотя определенную роль, конечно, это тоже играет, и это очень важно, да, то есть когда два одинаковых соперника сошлись, это будет очень большое значение иметь, особенно в профессионалах, как мы видим, очень-очень мощные ребята, особенно тяжи. Ну, действительно, по ходу данного чемпионата, да, мы не раз видели, когда, может быть, один боксер уступает там в скорости или силе удара, за счет именно технико-тактических действий он смог, да, перебоксировать. Да. Поэтому, да, действительно, технико-тактические действия определенно очень важны. Так, что у нас здесь? Вылетела капа. Нет, шнурок развязался у Мансурова. Потребуется некоторое время для того, чтобы
завязать шнурок. Ну, иногда, да, вот остановки у нас случаются из-за того, что вот Очень хорошая сейчас работа. Голова, корпус, голова. И тут же отвечает. О, еще хороший Правый очень удар. проходит, Как я и отлично. говорил. Еще один удар. Конечно же, как я вам и говорил, да, здесь очень жесткий удар. Еще один боковой удар проходит у Магомеда. И это очень и очень опасно, потому что, бесследно такие удары не проходят. да, вот он еще 2 минуты целых боксировать. Еще удар он наносит. Получится ли добить, так скажем, да? Конечно, времени не так много остается, но в любом случае, я думаю, что для Магомеда это хороший шанс. Этот раунд, все-таки первые 2 раунда, мне кажется, прошли с небольшим преимуществом Мансурова Шамиля. Ну, еще другой вопрос, сколько сил осталось у Магомеда Арсланбекова. Да, чтобы реализовать свои мощные жесткие удары. И Шамиль Мансуров все-таки довольно опытный спортсмен. Он будет клинчевать и по максимуму постарается нейтрализовать эту вот ударную мощь и не даст себя просто так добить. Вот хороший удар снова проходит. Еще один удар. Устал Магомед. Действительно очень плотный бой. Практически все силы отданы. Вот хороший Снова удар. Достает и очень жестко. Но еще удар. Кажется, что совсем чуть-чуть не хватает для того, чтобы закончить этот бой досрочно и не отдавать его на, так скажем, на решение судей, да. Можно все решить здесь и сейчас, но не так это просто, конечно. Вот хороший удар снова проходит. Чувствуется, что удары его мощнее, но попаданий у Шамиля Мансурова, конечно же, их больше. Зря, мне кажется, вот он сейчас вот в этой вблизи толкается. Да, учитывая то, что время-то тает. Время уходит, да, и пока не получается у него. Хотя, конечно же, этот раунд я бы отдал ему, но предыдущие 2 раунда, по моему мнению, все-таки на стороне спортсмена из красного угла. Посмотрим, какое решение примут судьи. Ну и сам Шамиль, да, вот уверен в своем успехе. Завершился поединок сразу. Поднял он свою руку. Ну, посмотрим. Все равно дождемся мы в любом случае оглашения решения. Итак, итог поединка. В этом бою победу одержал боксер Синего угла. Да, все-таки вот принесли свои плоды, да, вот эти старания Да, вот эти в жесткие заключительном удары, я думаю, раунде. Ну, сколько раз вот серьезно так попал, да, Да, в 3-м раунде. потряс. Конечно, если бы этот бой он закончил досрочно, то никаких бы ни разговоров не было, ничего, но в любом случае это очень такой интересный. Ну и заметим, да, то, что Шамиль Мансуров не стал Оспаривать решение. оспаривать, да, просто с улыбкой, да, встретил даже, вот развел руками. Ну. Победа Магомеда Арсланбекова, представителя Республики Дагестан. Здорово он активизировался в 3-м раунде. Действительно, много раз попадал, да, по своему сопернику. Мощные такие удары проходили. Ну, вот сейчас мы посмотрим как раз таки эти лучшие моменты. Я надеюсь, что нам их покажут. Вот он удар, да. этот удар сбоку. Ну и таким образом Магомед Арсланбеков встретится в полуфинале с Муслимом Гаджимагомедовым из Дагестана. Спортсмен, который еще представляет Краснодарский край. Итак, это у нас следующая пара. Одну пару полуфиналистов мы уже выявили. И в борьбу за путевку во 2-й полуфинал вступают Иван Сагайдак, представитель Рязанской области, и Владислав Иванов, представляющий Московскую область. Очень подвижный боксер, очень интересная работа ног у него, так скажем.
не характерная для тяжеловесов. Он так очень подвижен, работает в двух стойках. Очень так напоминает, это обычно используют легковесы, да, у нас 49, 52. Но Владислав как раз таки использует именно эту технику, да. Он очень, видать, чувствительный и довольно расслаблен, подвижен. Ну а Иван, видно вот по вчерашнему бою, что он обладает хорошим ударом, очень жестким и мощным. Очень терпеливый боксер, который ждет свой шанс. Но не так просто будет нанести удар по Иванову Владиславу, представляющему город Москва. Я смотрю, у Владислава открылось рассечение прямо под левым глазом. В самом начале поединка. Да, в самом начале. Неприятный сюрприз. Да, возможно просто, что травма с предыдущего боя, то есть со вчерашнего, да, у него не смог до конца восстановиться. Но в любом случае сейчас будет остановка боя, и хороший удар доносит, да, с ударной руки. И обязательно, конечно же, врач посмотрит и уже оценит степень серьезности травмы, после чего примет решение о продолжении боя. Ну, если взглянуть на статистику, Иван Сагайдак занимается боксом 9 лет. Как заявлено в анкете, провел 89 поединков, в которых одержал 79 побед. Ну а в случае Владислава Иванова, то представитель Московской области занимается боксом 10 лет, провел ровно 100 боев и одержал 90 побед. Такая вот интересная статистика. Ну и отмечу, что Владислав Иванов является мастером спорта международного класса. Его соперник Иван Сагайдак, мастер спорта России. Последние секунды первого раунда. Очень хорошо встречает. Такая очень интересная защита. Хорошо защищается руками. Накладки, отбивы. Довольно интересный бой. Нестандартный боксер Владислав Иванов, представляющий Московскую область, против такого яркого, выраженного, очень крепкого и терпеливого спортсмена из Рязанской области Сагайдака Ивана. Не надо еще. Блядь, не поможет. Он поймет сразу, что ты ноги встали. Он поймет сразу, что ты ноги встали. Понимаешь? Проответь первое поколение. Знаешь? Дыши, продыши. Разобрался еще? Слушай. Давайте посмотрим лучшие моменты первого раунда. И второй раунд у нас начинается. Сразу несколько прямых левых ударов. Ударов левой рукой Владислава Иванова достигает цели. Вновь прямой проходит. Теперь уже боковой правой подключается. Наступление идет Иванов, достал ударом правой Вот руки. еще одна серия Завершение. ударов по голове. Ну, при всем при этом Владислав чувствует себя довольно комфортно, да, то есть он не принимает и не пропускает каких-то особо сильных ударов. Хорошо работает передней рукой. Вот здесь защищается, но один из ударов Ивана доходит до цели. По корпусу. Да, очень хороший, Пробивает. плотный такой удар в корпус. Ух ты, попал навстречу Иван.
Отлично. Отлично. После защитного действия уклон. Владислав нанес удар с правой руки. И, конечно же, видно, что удары Ивана, они намного мощнее. И, так скажем, доставляют больше проблем для Владислава. Вот здесь даже переднюю руку он, по-моему, жестче останавливает. Снова двойку. И даже через блок это чувствительно. Концовка второго раунда. Ну, обменялись, да, прямыми ударами. И на этом второй раунд подходит к концу. И сейчас давайте послушаем, какие советы будут давать тренеры. Немножко на голову болеть, сейчас я сверну. Расслабься, понял? Все получается, да? Вот правый раз, потом подними. Что не делаешь? Покажи, что не делаешь. Тренируется под руководством Пономарева, Смирнова и Хромова. Первый тренер Пономарев. Что не делаешь? Ладно, надо поработать. Последний раунд больше. Ну и перед стартом решающего третьего раунда давайте посмотрим действия спортсменов в минувшей трехминутке. Ну, очень такой содержательный, да, бокс нам предлагают спортсмены. Да, то есть два разных стиля. То есть Иван идет вперед очень упорно, доносит свой удар, жесткий удар. И напротив Владислав, не вкладываясь в удары, продемонстрирует нам очень хорошие защитные действия. И, так скажем, не дает по себе попасть. Но опять же, судьи, главный критерий, который будет оценивать судьи, это точный удар, наносящий урон сопернику. Вот мы видим, Иван уже так прочувствовал и встречает с правой руки. Это предпоследняя пара сегодняшней программы. Весовая категория до 91 килограмма. Неплохо получается у Владислава. Боковой правый в исполнении Сагайдак идет по защите. Владиславу Иванову секунданты подсказывают, чтобы он собрал, да, руки. Был собран, был внимателен и не пропускал лишних ударов, Да. ненужных, случайных ударов. Вот здесь хорошая двойка. Заталкивает передней рукой. Справа проходит удар. Столкновение головами. Такой неприятный момент. Меньше 30 секунд остается боксировать в этом поединке. И Снова передней рукой попадает. Ну, мне кажется, потихоньку все-таки Иван
забирает этот бой. И вот у Владислава уже открыто рассечение над глазом. По-моему, рассечение довольно серьезное, но остается всего лишь 12 секунд. Ну и слышим, да, как... Конечно, можно было добоксировать, но на ответственности врача просто здоровье спортсменов. И, конечно же, если травма серьезная и рассечение, я вижу, здесь довольно глубокое, ну, наверное, со стороны врача это все-таки правильно. Они заботятся в первую очередь о спортсменах. Конечно, каждый спортсмен хочет победить, и каждый, можно так сказать, рискуя своим здоровьем, ну, готов отдать все силы для того, чтобы поддержать победу. Да, в этом бою, ввиду невозможности продолжения боя. Конечно, очень интересно будет сейчас посмотреть на записки, как все-таки оценивали этот бой судьи. К этому моменту, да? Да, к этому моменту. Но мне показалось, что все-таки чуть лучше, чуть жестче был Иван Сагайдак, представляющий Рязанскую область. Но как сложился бой, так сложился. Здесь ничего не сделать. Это бокс. Чемпион игр по борьбе, заслуженный мастер спорта Александр Островский. Поприветствуем его. Да, и таким образом, ввиду невозможности, да, продолжить поединок, в полуфинал выходит Иван Сагайдак. Ну и сейчас будет выявлен его соперник по полуфиналу. Это у нас заключительный поединок вечерней программы, ну и в целом 5-го соревновательного дня чемпионата России. В рамках этого поединка встретится на ринге Владимир Узунян, представитель Москвы, и Саддам Магомедов, представляющий Владимировскую область и Республику Дагестан. Спортсмены уже на ринге. И сейчас мы начнем просмотр последнего поединка. Еще раз, дорогие друзья, напоминаем вам о том, что сегодня у нас заключительный день, когда вот проходят так называемые предварительные поединки. Завтра будет день отдыха. И 19 числа вечером в 17:00 там уже не будет, да, утренней, там вечерней программы, в 17:00 начинается. Да, все одной программы да. у нас. В 17:00 начинаются полуфинальные поединки. Ну а на следующий день, 20 числа текущего месяца, уже состоятся финальные поединки, по итогам которого мы узнаем лучших боксеров страны на текущий момент. Ну и вы сможете поддержать Василия Егорова, который дошел до стадии полуфинала. Свой следующий бой он проведет против действующего чемпиона России, который представляет Республику Тыва, Саян Артыш. Довольно серьезный оппонент, мастер спорта международного класса. Призываю всех прийти в Центр спортивной подготовки «Триумф» и поддержать Василия, а также посмотреть на очень интересные, зрелищные бои одних из, ну, на сегодняшний момент лучших боксеров, лучшую четверку, тех, кто смог пробиться в полуфинал. Думаю, вы не пожалеете об этом, тем более, что здесь очень царит отличная атмосфера, присутствуют почетные гости, олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Это хорошая возможность сфотографироваться, там, поговорить, задать, может быть, какие-то вопросы именитым гостям. Ну и, конечно же, наблюдать за поединками вживую, это, ну, действительно очень интересно. И когда ты слышишь удары, и, то есть, находишься непосредственно и вблизи от ринга, это очень интересные такие захватывающие эмоции.
Да, безусловно. И говоря о почетных гостях, да, у нас сегодня на протяжении всего соревновательного дня вот люди подходят к Александру Поветкину, общаются, фотографируются. Ну и видим то, что именитый боксер, да, вот раздает автографы, фотографируется. В хорошем настроении пребывает именитый боксер. Но у нас на ринге продолжается борьба за выход в полуфинал весовой категории до 91 килограмма. Владимир Узунян прижат к канатам. Садам Магомедов старается извлечь максимальную выгоду в этой позиции. Но завершается раунд. Александр Поветкин не единственный именитый гость нашего турнира. Тут, конечно же, присутствуют руководители Федерации бокса России, олимпийские чемпионы, также в гостях якутские чемпионы Европы, чемпионы мира. На соревнованиях присутствуют и представители спортивного руководства республики. Итак, дорогие друзья, сейчас начнется второй раунд, а перед этим давайте посмотрим действия боксеров в минувшей трехминутке. Второй раунд стартовал. Садам Магомедов идет в наступление. Но пока не получается попасть, да, но тут разве что это будет считаться попаданием. Нет, скорее нет. Узунян здорово работает ногами, перемещается по рингу. И вот видим. Удар по корпусу. Снова смещается в одну, в другую сторону. Много финтов. Хорошая работа ног. Опять же, много будет зависеть от того, насколько он готов функционально. Сможет ли он в таком темпе отработать все три раунда. Да, отработать все три раунда. Я вижу, у него открылось рассечение над левым глазом, прямо над бровью. Ребята тяжелые и, конечно же, вот в такой возне очень... Ух ты! Пропускает сильный удар, но такого жесткого действия это не оказало, да, на Узуняна Владимира. Хорошо проводит атаку, попадает с ударной руки ровно в цель. Еще удар. Левый боковой достигает цели, капа вылетает. Вылетает капа. Сейчас ее ополоснут и продолжится бой. Удары Магомедова Садама, они видно, что очень такой носит силовой характер, и каждое из попаданий наносит довольно ощутимый урон. То, что мы видели два боя назад, когда у нас боксировал Мансуров Шамиль против Арсланбекова Магомеда, да, то есть два раунда, мне казалось, все-таки Шамиль Мансуров вел, но третий раунд и вот эти жесткие попадания от Магомеда, они все-таки изменили исход боя. В течение одного заключительного раунда, да? Да, он нанес несколько таких очень жестких попаданий. И я думаю, что здесь тоже нужно быть максимально собранным Владимиру Узуняну, потому что цена каждого удара в этой весовой категории, она очень и очень высока. Открыт счет. Рефери посчитал, что Владимир Узунян потрясен. Узунян продолжит поединок. И Магомедов, конечно, постарается, да, развить этот успех. Конечно, он сейчас самый момент для того, чтобы не дать сопернику отдышаться, не дать отдохнуть на дистанции, держать его в постоянном напряжении, еще пара ударов, и
конечно же, третий раунд будет начать гораздо легче. Спортсмен отправляется восстанавливаться. И сейчас в третьем раунде, да, мы увидим, кто лучше подготовлен в плане В выносливости. функциональном, да, плане. Занимается 10 лет. Ты, Мастер бля, во всем спорта это что? Нет, я понимаю, что нет. Бокс не будет сегодня? ринге провел 100 Вот, смотрим. Меньшиков Олег Владимирович Бей. Понял? требует бокса от своего воспитанника. Олег Владимирович на протяжении многих лет был старшим тренером юниорской сборной. Какое-то время он являлся главным тренером национальной сборной сразу же после Олимпийских игр. И вот практически год он был главным тренером. Из прошлого года его сменил на этом посту Эдуард Викторович Кравцов. Третий раунд. Итак, третий заключительный раунд. Смотрим. Саддам Магомедов продолжает идти вперед и предлагает, да, вот. Силовой бокс. Да, силовой бокс. И мы прекрасно видим то, что он использовать мощные удары, да, то есть бить мощно он любит и умеет. Но вот сейчас Владимир Узанян, так скажем, гасит вот эти атаки, сушит бой на средней и ближней дистанции. Он уходит, и как только они сближаются, он не дает ему поработать вблизи, грамотно его клинчуя. Видим, мы видели секундантов Владимира Узуняна. Очень внимательно они следят за происходящим на ринге. Ну, продолжает, да, Узунян. В Вот случае еще один жесткий сближения удар. сразу вяжет своего соперника. Удар по печени. Уходит сразу после этого удара в сторону. Вот снизу очень хорошо поднимает. Это уже представители угла Саддама Магомедова. Вот хорошо. Удар левый проходит. Достигает цели. Ну, по-моему, готов он функционально хорошо и неплохую работу ног нам демонстрирует. Конечно, другой вопрос, как судьи оценят такую работу, потому что сейчас вот видно, что он старается избежать боя, отдает инициативу своему сопернику Магомедову Саддаму, представляющему Владимирскую область и Республику Дагестан. Снова вылетает капа. Ну, пользуясь заминкой, да, вот секунданты Саддама Магомедова подсказывают своему подопечному, чтобы он не просто так стоял, дышал и удар снизу подключал. Ну, концовка поединка, дорогие друзья, 20 Вот секунд, отличные хороший удар. попадания, да. Конечно, глупо бы было Владимиру Узуняну вступать в рубку против такого физически мощного спортсмена. И, в принципе, он выполняет установку на этот бой. Конечно, вот уходит, не дает себя бить. В принципе, это правильно. Еще больше бы передней руки. Хороший удар в конце раунда по корпусу. И ждем оглашения судейского решения. Видно, что секунданты Саддама Магомедова довольны, улыбаются. Ну а Олег Владимирович Меньшиков не очень доволен, да,
качественным боксом, который продемонстрировал воспитанник. Думаю, что, конечно же, всегда хочется большего. Ну и закономерная победа, по-моему, второй, третий раунд он забрал у своего соперника. Ну, перестрелял, да? Перебил, Да, перестрелял, перебил. то есть был эффективней, и смотрелось это, конечно же, более достойной победы. Да, ну что ж, Садам Магомедов выигрывает этот бой, и мы сейчас уже знаем ну, все пары, да, полуфиналистов. Давайте смотреть повторы и еще раз вспомним. Итак, в первом полуфинале у нас встретится Муслим Гаджи Магомедов, представляющий Краснодарский край и Республику Дагестан. Напомню, он выиграл у Владислава Ревудского. Муслим встретится с Магомедом Арсланбековым, также, ну, представляющим также Дагестан, который в свою очередь оказался сильнее Шамиля Мансурова. Ну и только что одержавший победу Садам Магомедов встретится с Иваном Сагайдаком. Ну что ж, дорогие друзья, это был последний поединок вечерней программы 5-го соревновательного дня чемпионата России, который вновь принимает столица нашей республики. Я думаю, получился очень интересный соревновательный день. Было очень много интересных поединков, было много напряженных схваток, и я могу вам с уверенностью сказать, то, что последующие дни будут еще интереснее. Дорогие друзья, через день мы начнем просмотр полуфинальных поединков, начало в 17:00. Так что, дорогие друзья, будьте в курсе событий и всем всего доброго. Всего доброго, ждем вас на полуфиналах.